последнее время идет целенаправленная дискредитация действующей Конституции страны. Ее обвиняют во всех смертных грехах. Дескать, это она, Конституция, виновата в экономическом и политическом кризисе, который переживает страна. А система управления, установленная ею, якобы является наихудшей из возможных форм правления. Так ли это на самом деле? В реальности недостатки в экономической и социальной сфере, в государственном управлении определяются не пороками Конституции, а прежде всего качественным состоянием самих органов власти, тем, как они умеют распорядиться своими конституционными полномочиями. Конституция июня 2010 года устранила существующий дисбаланс в распределении полномочий между главой государства, законодательной, судебной и исполнительной ветвями власти. Если вы помните, предыдущие власти всегда подвергались нещадной критике за перекос полномочий в пользу главы государства. Как известно, все годы независимости и правительство, и парламент постоянно ссылались на отсутствие полномочий. И было создано общественное мнение о том, что если бы были соответствующие полномочия у правительства и парламента, то в Кыргызстане был бы рай. Сегодня правительство может решать практически все вопросы госуправления, за исключением полномочий, отнесенных Конституцией, компетенции президента и парламента. Следовательно, сегодня необходимо вести речь о неэффективном использовании собственных полномочий правительством, о некомпетентности, низком качестве работы отдельных министров, руководителей административных ведомств и учреждений, о нежелании некоторых членов правительства брать на себя ответственность и продвигать вперед реформы. Некоторые члены правительства предпочитают плыть по течению. Они озабочены своим благополучием, боятся проявлять инициативу, действуют по принципу, была такая сказка, мальчишки-мальчишки, лишь бы день простоять, ночь продержаться. Нерешительность, некомпетентность отдельных членов правительства, их желание подстраховаться, не брать на себя полноту ответственности при принятии принципиальных решений, приводит к тому, что Джугоркнеш сегодня, вольно или невольно, превратился в параллельное правительство, взяв на себя множество функций, несвойственных законодательной ветви власти, и фактически подмяв под себя органы исполнительной власти. Анализ календарных планов и повесток дня пленарных заседаний Оргкнеша, принимаемых их решений, показывает, что парламент в своей деятельности нередко выходит за пределы своих полномочий, занимаясь несвойственными для законодательного органа, оперативно-хозяйственными вопросами и вторгаясь в компетенцию правительства, других органов исполнительной власти. Создавшееся положение, когда Джугоркнеш в явочном порядке приписывает себе исполнительно-распорядительные функции и систематически вмешивается в оперативную хозяйственную деятельность правительства, в том числе даже в деятельность правоохранительных органов, может окончательно нарушить и так шаткий и условный баланс отношений законодательной и исполнительной власти, может снова спровоцировать противостояние правительства и парламента, спровоцировать снова правительственный кризис. Больше того, наблюдаются уже попытки отдельных депутатов подменить собой органы прокуратуры и суда, уже не говоря о милиции и других силовых структурах. А это уже полное попрание конституционных норм. Когда я слышу, когда кто-то говорит, что нонсенс, что депутат сидит в тюрьме, нонсенс, что вор был избран депутатом. Вот это нонсенс. Или министром и так далее. Нельзя, чтобы парламент подменял собой и суд, и прокуратуру, и милицию. Тогда надо идти этим депутатам в эти органы работать. Парламент – законодательный орган власти. Несоблюдение Конституции неизбежно приводит к тому, что система правил поведения, вся система законов, по которым живет общество, начинает неуклонно подвергаться сомнению, эрозию, размыванию. И тогда сначала дух, а затем и буква законов, и в первую очередь Конституции, теряют свое значение. Таким образом, источником всех переживаемых ныне кризисов является не действующая Конституция, а так называемый человеческий фактор.